В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 8 февраля научное сообщество отмечает День российской науки. С нами на связи Михаил Лебедев, генеральный директор Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр» Сибирского отделения Российской академии наук. Михаил Петрович, здравствуйте. Ваша научная деятельность связана с материаловедением и технологиями неорганических материалов. Почему именно эта область стала объектом ваших интересов? С чего все началось? Началось все со студенческой скамьи, когда нас начали привлекать научные кружки. И один кружок меня заинтересовал. Этот кружок проходил через кафедру технологии металлов. Эксперименты, которые мы там проводили, они были с использованием порошковых материалов. Оказывается, можно было повысить и надежность, прочность, и особенно износостойкость изнашивающихся поверхностей с помощью нанесения защитных порошковых покрытий. Вот это заинтересовало. Те металлы, которые присутствуют в таблице Дмитрия Ивановича Менделеева. И варьируя их составом, механизмами взаимодействия между собой, можно получить уникальные, хорошие материалы. И до сегодняшнего дня, в принципе, нет совершенства, как мы будем получать новые материалы, и как они будут действовать, и как они будут влиять на повышение работоспособности сего изделия. Этот момент заинтересовал и до сих пор интересует, поэтому я занимаюсь новыми технологиями и материалами, элементами, которые повышают износостойкость, работоспособность изделий. Расскажите, пожалуйста, как сказалось на деятельности институтов объединения под вашим крылом? Удалось ли сохранить научные коллективы? Реформа Российской академии наук, которая началась в 2013 году, конечно, она очень чувствительная. И для того, чтобы именно сохранить научный потенциал, научные школы, необходимо было провести те мероприятия, которые были связаны с созданием Федерального исследовательского центра. Это главная задача, чтобы научные коллективы, научные институты, самое главное, научные школы сохранились. А так у нас история Якутского научного центра, история Сибирского отделения Российской академии наук, она очень значимая, и до сих пор мы получаем очень много существенных результатов, но можно сказать, что две сталинские премии, одна ленинская премия, 3 открытия, которые являются приоритетами якутского филиала Академии наук, Сибирского отделения Академии наук Советского Союза, они продолжаются. И нам надо было решить этот главный вопрос. Как же нам сохранить, чтобы в целом наша система была работоспособной и чтобы она действовала и в дальнейшем. И такое взвешенное решение было принято объединиться в составе Федерального исследовательского центра. Еще раз повторяю, это было действительно очень важное решение, которое принимали на ученых советах каждый институт. И в итоге я считаю, что мы поступили тогда правильно, выбрали единственный правильный путь, потому что на сегодняшний день мы сохраняем наши научные школы, наши институты, которые результативно, эффективно выполняют государственные задания, которые нам направили. И сложный вопрос, я думаю, мы тогда решили, а теперь идет уже процесс реализации той программы, которую мы принимали, когда создавали Федеральный исследовательский центр. И мы уже настроены на успех
мы уверены в нашем будущем. А как организована сегодня научная деятельность института в целом? Ну, система, в принципе, сохраняется. Эта система была отработана в Российской академии наук, Сибирском отделении Российской академии наук. Когда коллективы обсуждают у себя темы государственных заданий, ну, это с учетом творческого потенциала, с учетом материально-технической базы, с учетом того потенциала, который имеют ведущие научные сотрудники, и самое главное, с учетом того, что какие будут привлечены молодые силы. И вот на этом этапе предлагается тот проект, который мы хотим выполнить, и оно потом проходит очень серьезную экспертизу. А оно проходит сперва в Объединенных ученых советах Сибирского отделения Российской академии наук, потом направляется в специализированные отделения Российской академии наук, и на каждом этапе присутствуют очень серьезные эксперты, которые будут определять недостатки или какие-то преимущества данных проектов. Потом данный проект направляется уже учредителю нашему, это Министерство науки и высшего образования. Там тоже экспертный совет определяет, стоит ли заниматься этой тематикой, определяют его цену, его стоимость, то есть за какой объем будет выполнен этот вопрос. Так что вот на предварительном этапе очень серьезная экспертная работа идет для того, чтобы мы защитили свои проекты, свои программы. Михаил Петрович, расскажите, пожалуйста, как формируется тематика исследований? Какие направления сегодня самые актуальные? Ну, конечно, специфика, в котором мы проводим наши исследования, они связаны с экстремальным климатом, с экстремальными условиями. Но тем не менее, спектр наших научных исследований, он очень широк. Вот начиная от гуманитарных научных направлений, а это направления, которые присутствуют в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Сибирского отделения Российской академии наук. Это наш первый научный институт в нашей системе Якутского научного центра. И хотя это направление гуманитарное, но оно очень важное. Оно имеет чисто политический, государственный уровень, который нам необходим. А если уже в другой плоскости посмотреть, другое направление, оно связано с изучением околоземного пространства. Это научные направления, которые присутствуют в Институте космофизических исследований и аэрономии имени Шафера. Это чисто теоретические, чисто фундаментальные академические исследования, которые связаны с изучением вот космических лучей. Казалось бы, это чисто такой фундаментальный труд и фундаментальные исследования, но тем не менее вот эти исследования чисто фундаментально, они могут влиять и на нашу действительность. Например, вот те исследования космических лучей, которые связаны с космической погодой, а это сегодня очень актуально, это космическая погода влияет на организм, на живой организм человека, и как мы будем в этих условиях, как мы будем действовать, как мы будем друг с другом общаться, это тоже вот академическая задача, очень требующая больших творческих научных изысканий. Ну, а другие исследования, конечно, связаны. Это, опять же,
вопросы касаются экологии нашей среды. Это чрезвычайно важно. Сегодня эти вопросы встают на первый план на мировом уровне. Ну и, естественно, надежность и работоспособность многих сложных технических систем и тех инфраструктурных объектов, которые присутствуют в суровых экстремальных условиях, они должны быть очень надежными. И для того, чтобы они были надежными, опять же, нужны и новые материалы, и новые технологии. Сегодня есть возможность уже и на наноуровне, и на более высоких уровнях регулировать свойства и получать новые материалы и технологии. Ну и в завершении нашей беседы расскажите, пожалуйста, как к научной деятельности вы сегодня привлекаете перспективных студентов? Вот это вопрос, я считаю, тоже один из главных. Наше государство, руководство и наш учредитель, Министерство науки и высшего образования, уделяет этому направлению тоже очень большое значение. Так вот, например, действует программа министерства, которая называется «Выпускник университета». И выпускники университета устраиваются и начинают заниматься научно-исследовательской работой в научных институтах. Созданы молодежные лаборатории. Там требование такое, что должен быть молодежный коллектив под руководством ведущего ученого. И это тоже дает нам оптимизм и перспективу, что молодые кадры, молодые силы подключатся к нам, они будут продолжать дело, которое мы двигаем каждый день, каждый час, добывая новые знания. Спасибо вам большое, Михаил Петрович, за развернутые ответы. Но я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с Михаилом Лебедевым, генеральным директором Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук». Всего доброго и до свидания.